слово. Они приняли резолюцию о необходимости обозначить четкую политическую позицию независимого ингушского народа. Ее обнародуют позже. Кто, правда, им разрешит это все обнародовать, одному богу известно. Итак, теперь по порядку. Хватит говорить, что Ингушетию оккупировала Россия. А это вот что? Вот это что? Мне вам носом ткнуть, что ли, сюда? Нурдин Кадзоев о добровольном вхождении Ингушетии в состав Российской империи. Здесь укомплектованы все документы. Ингушетия под юрисдикцией России. Она добровольно вступила в Россию. Никто ее не оккупировал. Это ваш мозг оккупировался. И вы не хотите оставаться в России и бороться здесь, в России, за справедливость. Почему вы здесь не создали подобный комитет? Почему вы как трусы все уезжаете за границу и начинаете провоцировать целый народ? И если вдруг вы спровоцируете, не дай Боже, я даже скажу, как говорят мусульмане, не дай Аллах, какой-то конфликт, то вы там будете в Стамбуле сидеть, чаек турецкий попивать, пока здесь будет проливаться кровь. Так вот, я как блогер, как гражданин Российской Федерации, со своей гражданской позиции, не допущу это. И надеюсь, прокуратура Российской Федерации займется всеми этими провокаторами, как и прокуратура Республики Ингушетия. Потому что это экстремистское какое-то сообщество, которое намерено выступать против целостности Российской Федерации. А вы знаете, что таким людям грозит? 20 лет лишения свободы. У них ведь родственники проживают здесь, на территории России, в Республике Ингушетия. Зачем подставлять своих родственников, своих родных и целый тейп? Зачем заставлять страдать свой народ в очередной раз? Мне рассказать вам историю Зязиковой, как с ним поступили? Все повторяется, понимаете? История, она циклична. Но ингуши больше не сделают тех ошибок, которые они допустили раньше. И больше с ними ничего плохого не произойдет. А если вы провокатор,